Для дополнительного образования и воспитания подрастающего поколения исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы. От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия. Моя история». В экспозициях используются приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования представляют широкие возможности использования ресурсов исторического парка в образовательной деятельности в рамках изучения учебных предметов, прежде всего истории, литературы, обществознания, права, окружающего мира, основ религиозной культуры и светской этики. Есть большие возможности проводить факультативные и элективные учебные предметы по исторической, военно-патриотической, краеведческой, социальной и культурологической тематике. Целый комплекс мероприятий, традиционные уже для нас и квест, игры для всех поколений, и мастер-классы по рукоделию, по изготовлению различных предметов. Много проводится различных тематических экскурсий. Традиционно у нас работают выставки, игровые зоны, зоны для детей. Трудно перечислить даже все эти мероприятия. Действующие образовательные и воспитательные проекты исторического парка «Россия. Моя история». Летний лагерь дневного пребывания «Моя история». Подготовка детей школьного возраста к исследовательским работам по истории и краеведению. Музейные знания по подготовке к единым экзаменам по предметам гуманитарного цикла с использованием мультимедийных технологий. Родительский лекторий. Распространение гуманитарных знаний среди старшего поколения. Образовательные лекции на тему воспитания и образования подрастающего поколения. Интеллектуальные игры «Моя республика», развитие интереса к культуре, географии и истории родного края, подготовка к всероссийским проверочным работам. Голоса. Победа 75. Увековечивание воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Цифровой мемориал. Патриотическое воспитание населения. Победная поступ. Цель проекта – патриотическое воспитание молодого поколения. Юный исследователь. Подготовка детей школьного возраста к основам школьных исследовательских работ. Пикулевские чтения. Пропаганда чтения художественной исторической прозы для подрастающего поколения. Интересная история. Закрепление уроков истории по школьной программе. Экскурсионные программы с игровыми элементами по темам отечественной истории. Знакомство с великими династиями, правящими страной более 1000 лет, легендарными победами, феноменальными прорывами в области культуры и искусства, науки и техники, подлинными героями и трагическими переломами в судьбе нашего народа позволят вам и вашим ученикам испытать чувство личной причастности к нашей неразрывной и общей истории, а также раскрыть новые грани в общеобразовательном процессе молодого поколения. Исторический парк «Россия. Моя история». Самый масштабный мультимедийный проект в мире ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности myhistorypark.ru. Республиканский фотоконкурс «Край, который я люблю» продолжает прием заявок фоторабот до 18 октября 2019 года. Участником конкурса может стать любой житель Якутии. На фотоконкурс принимаются фотографии, отснятые лично автором, или фотографии из семейного архива, ранее нигде не опубликованные, с датой съемки, описанием снимка в любом формате и данные автора. Фотоработы принимаются в электронном формате JPEG с высоким разрешением для печати формата А2. Также рассматриваются работы, размещенные в Instagram с указанием обязательного хэштега «Это моя Якутия». Подведение итогов состоится 4 ноября 2019 года. Победители ждут ценные призы. Успевайте, участвуйте, побеждайте! Хотел бы поблагодарить всех ребят, которые принимают участие в организации. Иркутскую нефтяную компанию, все наши министерства, наш музей,
чтобы эта добрая инициатива стала для нашей республики традицией. Я думаю, что здесь взаимодействие и промышленности, и экологии, и культуры соединяется, наверное, в том, что каждая здесь фотография – это красота мира, который нас окружает. И человеческое общество движется к тому, чтобы вот эта красота оставалась и передавалась следующим поколениям, которые придут жить на нашу большую цивилизацию. Для нас это очень волнительный и торжественный момент. Дело в том, что эта выставка действительно она очень востребована, очень интересна. Это работы, представленные художниками, фотохудожниками со всей страны. Это федеральный конкурс большой. Я думаю, что это очень положительное дело, которое дает возможность нашим жителям приобщиться к природе, увидеть природу самых разных уголков нашей Родины. Здесь присутствуют также фотографии нашей республики, что для нас тоже очень приятно. Вот, они ежегодно участвуют тоже в конкурсе. С открытием музея мы дружим с руководством музея Соловьевым Дмитрием Ивановичем по линии Русского географического общества и по линии работы научно-технического совета нашего министерства. И в прошлом году впервые с помощью Иркутской нефтяной компании и поддержки Соловьева Дмитрия Ивановича организовали выставку «Первозданная Россия». В этом году выставка приехала и размещена уже второй раз, и якутяне могут ознакомиться с красотами России уже здесь, находясь в Якутске, без выезда в город Москва. Искусство любого фотографа поймать ракурс, поймать момент, когда сама природа не ожидает этого, и оставить это нам. В жизни слишком все быстро идет, все слишком быстро меняется, а это останется. Этот миг, который живет в любом из нас, миг это наш первый класс, миг это наша первая любовь. Вся жизнь состоит из мигов. И наверное, поэтому компания очень большое внимание уделяет чистоте, первозданности, именно сохранению природы и донести до человека. Здесь он может остановиться возле фотографии, опять же этот миг, и задуматься о своем существовании в этом мире, о своем отношении, может быть, к природе, и мы надеемся, что так и будет. Поэтому фотографии. Внимание привлекли черно-белые фотографии, но вспомнить наше детство, у нас были именно черно-белые фотографии, да, и, наверное, это так перекликается действительно с каким-то временем, где все было немножко по-другому, все, тем не менее, было полно красок, было интересно, было ярко, а сегодня уже появились новые возможности, и вот фотографии, которые я здесь вижу, и вот цветные в том числе, очень интересные, они поймали жизнь, момент, да, то есть можно посмотреть, додумать об этом, подумать, что сделал каждый из нас для того, чтобы это продолжало быть в нашей жизни, чтобы мы могли сами постараться поймать такие моменты. Инициатива очень хорошая. Надо ее обсудить и надо поддерживать. О красотах Якутии, о богатствах Якутии надо рассказывать, выставлять, делать отдельную экспозицию. Да почему бы и нет? На самом деле наш мир на сегодня настолько интересный, сегодня у людей появились такие возможности, у каждого
в руках есть орудие искусства, да, которое нужно просто уметь правильно применять. Почему бы и нет? Республиканский фотоконкурс «Край, который я люблю» продолжает прием заявок фоторабот до 18 октября 2019 года. Участником конкурса может стать любой житель Якутии. На фотоконкурс принимаются фотографии, отснятые лично автором, или фотографии из семейного архива, ранее нигде не опубликованные, с датой съемки, описанием снимка в любом формате и данные автора. Фотоработы принимаются в электронном формате JPEG с высоким разрешением для печати формата А2. Также рассматриваются работы, размещенные в Instagram с указанием обязательного хэштега «Это моя Якутия». Подведение итогов состоится 4 ноября 2019 года. Победители ждут ценные призы. Успевайте, участвуйте, побеждайте! Исторический парк «Россия. Моя история». Самый масштабный мультимедийный проект в мире ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности myhistorypark.ru.